Здравствуйте, дорогие друзья! Вот это замечательный ледовый дворец «Русь» возле метро Домодедовская сегодня стал просто центром хоккея, не побоюсь этого слова, женского хоккея в Москве, в столице нашей Родины. И сегодня здесь продолжение суперфинала 4 Лиги женского хоккея. Сейчас матч за 3-е место. И я представляю наших комментаторов: Дмитрий Гороненко и Геннадий Набатов. Если еще успеваете, помимо Домодедовской, Зявликова, Красногвардейская, все сюда. Сегодня большой женский хоккей. Если к матчу за 3-е место вдруг не успеете, в 3 часа здесь суперфинал, где встречаются Челябинск, у нас школа Макарова, великого, и Скиф, а Нижегородский. Сейчас играется матч за 3-е место. ЦСКР Петербург и Пантеры из города Татарска. Пока еще последнее выступление под этими майками, с этой эмблемой, под этим названием. Все поменяется. И как все поменяется, мы сейчас прямо сразу с вами узнаем из стартового интервью с главным тренером Пантер и с руководителем команды ЦСКР. Впереди у нас матч за бронзовые медали, и мы разговариваем с главным тренером Пантер. Александр Александрович, вчерашняя игра, ну так, профессионально, полуфинальная, вам понравилась? С такой игрой можно выиграть бронзу? Ну, игра как бы местами понравилась. Мы ставили свою задачу. Для нас это был новый соперник Скиф. Мы знаем, что как бы девчонки там, можно сказать, профессионалы. И опыт очень большой игровой практики. Это и первенство России. Мы, к сожалению, только на первом этапе России в этом сезоне участвовали. Потом у нас там из-за отсутствия финансирования пришлось нам закончить свой сезон очень рано. И игровой практики мало. Ну, в принципе, старались. 2 периода держали. 0-1 счет хороший был. И в 3-м периоде, видимо, уже сил маленечко не хватило. Подсели где-то. Лидеры устали. И такой результат 0-4 получился. Ну, говорят, у вас и по болезни там, в общем, с командой. Да, 2 человека вместе жили и приехали вратаря. Там температура небольшая была. И защитника основного с первой пары. Ну, неплохо, в принципе, сыграли все равно. Санкт-Петербург для нас новая команда. Мы на отборочных этапах не встречались с ними. Ну и вообще ранее как бы с этой командой не играли. Но вчера посмотрели игру со школой Макарова. И как бы, да, неплохо. Мне показалось, вам все-таки не хватает вот этой агрессии. Это все же зависит от того, как позволяет играть соперник. То есть, если Скиф нас на голову сильнее, то только так могли играть. А игру с Санкт-Петербургом немного по-другому планируем начать. Вчера школа Макарова неплохо сыграли. С Челябинском мы играли уже в этом сезоне. В первом этапе мы проиграли им 0-1. Во втором выиграли 2-1. То есть, как бы, в принципе... Ну что ж, вот начало игры. ЦСКР, Пантеры 2. Матч за 3-е место. Ну а что касается, чуть-чуть мы не дослушали главного тренера Пантер. В следующем сезоне команда переезжает в Бердск. И там уже будет называться под названием «Кристалл». Будет организована школа женского хоккея. Девчонок будут собирать талантливых, сделают интернат. И, в общем, я думаю, что через год мы увидим в финале совершенно другую сильную команду, подготовленную. Будем, во всяком случае, с
скрещивать пальцы за это и, в общем-то, пожелаем успеха в таких начинаниях. А тренера, начальника команды Питера, послушаем в первом перерыве. А уже первая удаление. Третий номер команды «Пантеры» удалена. Это Кристина Горбунова. Но сейчас удается команде, которая играет в меньшинстве, вывести шайбу из своей зоны, еще и агрессивно атаковать. Момент хороший у 17 номера «Пантер» Натальи Шумихиной. Любой 17 номер — это всегда опасность. Это всегда угроза. Но если у ЦСКА под 17 номером Валерия Артемова, то это Наталья Шумихина, 17 номер. Именно она бросала у «Пантер». И так достаточно опасно. Вратарь молодец. Первый бросок по воротам, да. Ульяна Еги, да, вновь под третьим номером на последнем рубеже команды ЦСКА Петербург. И 20 номер Екатерина Лазуренко, героиня вчерашнего матча против команды «Скиф». Хоть и пропустила четырежды, но отбила, наверное, как Третьяк отбивал. Мы ее так и называли. Немало опасных бросков. Борьба за медали, да. Медали вручаются, да, настоящие на этом финале 4. Бронзовые медали и кубок за третье место. Защитницы сумели остановить атаку, но шайбу потеряли. Тем не менее, пожалуй, что удастся отстоять свои ворота, хотя все-таки входит в зону сейчас команда питерцев и атакует самый опасный игрок Таисия Москалева. Да, вот эти ее желтые гетры и зеленые шнурки мы помним вчера. И вот этот бросок из-под защитника, ее любимый финт. Сегодня она вот первой же практически атаки своей демонстрирует. Ну, Марина Артемова говорила, что каждый день новое настроение. Сегодня оно не поменялось, в общем. Поэтому у нее оранжевый, и у подруги по команде зеленый. И все то же самое. Ой, какой момент и гол! Красава! Вчетвером убегают вперед. И 55-й номер. Самая активная вчера она была. Ксения Ракчеева. Она, кстати, за другую команду, за первомайских львиц играла почти весь сезон. И ей усилили команду «Пантер», и львицы, «Пантеры» все где-то рядом. А Ракчеева за сезон 15 шайб наковыряла, между прочим. Но уже одну здесь в суперфинале. Да, и одну в суперфинале, уже 16-ю. Наконец-то мы увидели этого форварда. Вчера не хватало ей. Она входила в зону, да, но до решающего броска дело не доходило, а сейчас эффектно разыгралась. У нее сегодня другой хвостик. Вот я посмотрел, она вчера была, по-моему, с косичками. Или что-то такое было. Вот так начало. И первая шайба «Пантер» в финальном раунде. Оксана Демидова. А вот они две сейчас схлестнулись. Ксения Ракчеева и Таисия Москалева из ЦСКА. Неуступчивые форварды. Ну, такой укор серьезный. Пропустить шайбу в меньшинстве Место нужно в карьер, да. Питеру сейчас как-то перестраиваться. Ракчеева. Еще атака, и там можно было замыкать левую штангу. Ульяна Еги сыграла хорошо, отбила так не перед собой, а в угол. Молодец. Бросание в средней зоне. Перехват шайбы, и опять идут вперед «Пантеры». Это уже 57-й номер Денисова. Кристина. Можно бросать. Не стесняются девчонки. Кстати, в мужском хоккее такое не часто случается, когда защитники так часто подключаются с синей линии. А здесь шанс используют любой. Но вот тоже опасно. 2 в 1. Атака и гол! Все-таки как пролетела сейчас эта шайба. Вроде под нашим углом комментаторским совершался бросок. 1-1. Анна Сысоева, 8 номер, автор шайбы.
Извините, Александра Братушенко, 8-й номер, да. Александр Братушенко из ЦСКА, автор шайбы. 1-1. Питерский Овечкин. Между ног пропускает Катя Лазуренко. Нет, почему-то объявили Марию Рогоцкую, 9-й номер. Ну, может быть, 8-й, 9-й, так Незаметно. маечка чуть-чуть скомкалась. Все, значит, Рогоцкая Мария. Да, 1-1. 1-1 счет. Питер вернулся в игру очень быстро. И вот атака по правому борту. Смещается в центр. 11-й номер 31-м оставляет бросок. Яна Кучма атаковала. Хорошая раскатка. Принимает Москалева осенней линии шайбу, но в итоге вне игры. А вновь на льду появляется Ксения Ракчеева, 55-й номер. Она на точке вбрасывания, против нее Марина Артемова, 23-й. Вот Ракчеева. Какая скорость хорошая. И прыгает шайба до Ульяны Еги, она даже доскакала. Совсем другой хоккей мы сегодня видим. В зависимости от соперника. Действительно, как сказал главный тренер клуба из Татарска, да, дают играть и сразу совсем другая история. Бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, под щитком там, да. Смотрите, там и Ракчеева, кстати, вытянулась вдоль ворот, постраховала. Как амбразуру закрыть. Садится ударная тройка. Это Москалева, Марина Вот Артемова. такая взаимовыручка. Да, как клюшку продела между коньков своего вратаря. Да, что значит желание? Это уехать с медалью в столице у девчат. Вот сегодня борьба-то. Я думаю, финал будет не менее интересным. Обе команды так вчера показали себя хорошо, финалисты. Так что спешите к нам во дворе спорта Русь. Вот какой момент. Ну, назад отдай от игры. Отыграла, но, правда, своему игроку шайба не дошла. Смещается, и, тем не менее, 15-й номер успевает здесь Барышева Полина эту шайбу отнять. Вновь со своей половины приходится начинать. И вот Ксения Аврамова. Вчера она такую досадную оплошность допустила, когда все стало ясно. Четвертый, по-моему, шайбе пропущенная. Сегодня вот она очень хорошим катанием выделяется. Самая стройная. Да, стройная, быстрая. Показывает, что хочет бросить. Вот через нее сейчас играют, но по борту она пропускает игрока. Хорошая скорость, но не успевает. И, тем не менее, Кристина Горбунова справились с ней всей командой. 17-й номер от своей площадки, от своей половины поля. Валерия Артемова. Мощная коса у нее такая сзади, развивается. И держит, смотрите, как шайбу хорошо бросает. Бросок в ближний угол, опасно. Марина Артемова, ну вот он, бросок, смотрите, хорошо выходит. Может быть, чуть повыше надо попасть. Так прям живот вратаря. А там кто-то И на подтолкнул, пятаке игра, да. Опять Артемова. Марина, 23-й. Вот сейчас развивается это ударный. Ой-ой-ой-ой-ой. Это неожиданное было столкновение. Это Баранова, капитан команды ЦСКА.
Нина Баранова столкнулась как С раз с Ракчеевой. Ксенией Ракчеевой. Да, такое болезненное столкновение. Нет, все хорошо. Ракчеева прям стоит опять на точке выбрасывания. Ой-ой-ой, ошибочка. Не удалось поднять крюк в последний момент 7-му номеру питерской команды Ульяне Балашовой. Куда, говорит, через защиту играешь? Главный тренер кричит со скамейки. Ракчеева разобралась и сама идет вперед. И бросает издали. Ульяна едет. Прицельно, но не сильно. Меняется пятерка. И у тех, и у других. А в Москве-то пошел снег, друзья мои. Весна, казалось бы, почки уже распускаются. Да, вот снимали бы. И сегодня показывали антураж перед игрой. Удар по почкам называется. Да, пошел снег, так что все суперфинала, наверное, хоккейного. Показать, что еще зима в силе. Но у нас точно здесь зима. Носы подмерзают. Но будем бороться, будем смотреть хороший хоккей. Бросок очередной поворотом Валерия Артемова. Лазуренко. Валерия, 17 номер. Из Красного Питера. Да, сегодня отнюдь не вторым номером играют «Пантеры». Хотя и обороняются тоже побольше своих соперниц, хоть и забросили первую шайбу в этом матче. Полина Барышева шайбой. Пытается сама выйти. Через пасек бы сыграть. Есть уже и Довела агрессия до у синей линии, до чужой борта. шайбы. Горбунова. До чужого борта уже доехала. С прицепчиком. — 12,5 минут сыграно в первом периоде. Пока 1-1 в матче ЦСКА-Р и Пантеры 2. Ну, равные команды, Дим, согласись. Так что борьба, мне кажется, будет до последнего не идти. Никто не Выход уступит. из зоны. Москалева. Ну, можно через центр попробовать ворваться без броска. Не хватает еще лишнего игрока в нападении И Пантерам. пошла вперед Ольга Бегунова. Но это нападающий, хоть и второй номер. Ух ты! О, какой разворот. Хлесткий бросочек Москалевой. Москалевой. Валерия Артемова Марина отдавала передачу. Да, двигайтесь, говорит. Чуть-чуть пошире нужно сыграть. В одной точке 3 игрока красных сходятся. Здесь ничего не разовьешь, конечно. И вот вновь Ольга Бегунова бросала второй номер. Уверенно Екатерина Лазуренко взяла эту шайбу. Хороший бросок и подставление. Ох, на пятачке. Это как раз автор шайбы, да? Мария Рогоцкая, 9 номер. Подставляла после броска Полина Барышева. Хороший был бросок, подставление прям. И уже Опа, опасная со атака. синей линии, здорово! Уже 15 номер отличный Пантер бросок атаковала. Демидова. Автор результативной передачи, кстати, на Ракчееву. Сейчас обратно могли сыграть. Ракчеева уже отправляла в быстрый отрыв Демидову. Отличная контратака.
5 минут остается до конца первого периода. И вновь первые звенья на льду. Нет, это первое звено Пантер. Бросок, подставлялась Клюшка. Это 15-й номер. Демидова все та же. Хорошее оставление-то какое. А вот прочувствовала сейчас Эвелина Перевести Мильбергер. нужно. Перевести на другой фланг. Ну что, 3 в 2 получится? Хороший хоккей. Хороший на встречных курсах. Увидим сегодня еще заброшенные шайбы, вне всякого сомнения. Вот Бегунова, Ольга Бегунова. Любит она сама начинать атаки. Хорошая передача была. Немножко не дошла. Забег хороший, да. Напомним вам обязательно регламент соревнований. Не будет дополнительного времени в случае ничейного счета. Сразу по 5 буллитов будут пробивать. Как хорошо сейчас показала, да, и ушла от соперницы. Вот шайба находится. 15 номер Полина Барышева. Показала вот прям чувство площадки хорошее. В одну сторону развела соперницу. Та поверила и ушла в другую. И неожиданно упал. Почти весь каток Медео проехала. Хорошая была мысль о переводе. Ну еще чуть-чуть дальше прокинуть шайбу. И ответка. И ответка уже Да, в главе с теперь- Таисией Москалевой. Но защита Ну, успевает. давай, Тая. И какая передача хорошая была. Немножко не хватило Марине Артемовой для Анна того, чтобы Сысоева забросить. выручила. Бросок. Ох, Баранова Нина. Ну, распорядилась легко. Смотрит, кто, говорит, поможет. Пожалуйста, помогите. Капитан команды ЦСКА. Помогать нужно. Да. Аврамова не успеет. Чуть помягче бы в борт сыграть, и могла контратака получиться. Не факт, потому что уже устала эта пятерка, и смену нужно было делать. Хорошо девчата открываются, чувствуют прям поле абсолютно. Не каждый, я тебе скажу, любители, играя в чемпионате, в многочисленных чемпионатах Москвы, так играют грамотно. Главное не снижать скорости. Конечно, хоккей красивый и нравится зрителям. Была попытка даже силового приема. Слишком неточно. Еще попытку дадут. Опасно! Шайба над вратарем взмывает и могла просто опуститься за шиворот, что называется. И вот новая атака ЦСКА. Попадает в защитника. Хороший выход со скамейки. Пауза, бросок. В Это у ближнем углу. Пантера атаковала Полина Данаянова, 69-й номер. Ульяна на месте. Вот, смотрите, как Здесь была падает, да. неудачно Пусть не поймала. за шиворот, да, перед передним щитком, но некому было добавить. Не дотянулась сейчас вратарь. Вот в том эпизоде Екатерина Лазаренко до шайбы. Момент! И здесь свой игрок, хорошо на пустых воротах. Вновь в щитки, в амуницию попадает. Жду у синей линии, да. Не Это смогла Полина принять, Даянова. да и уже и Баранова там вернулась постраховать. Да, Оксана Демидова, 15 номер, не приняла шайбу.
окончание первого периода у нас 1-1. И мы с вами сейчас, давайте, пока Геннадий идет на интервью, как раз послушаем главного руководителя команды ЦСКА. Ну и Светлана Артемова, руководитель ЦСКА. Приятно поговорить с женщиной о женском хоккее перед началом бронзового матча. Каков настрой? Мы видели вчера, что хороший, агрессивный хоккей показала команда. Где-то что-то не хватило, может быть, по тактике немножко. Сегодня вы фавориты в матче за бронзу? Что сегодня? Фавориты в матче за бронзу. Конечно, хотелось бы побороться за бронзу. Девчонки должны собраться. Просто они собираются только здесь и больше нигде не встречаются. Должны. Ждем. Как так получается? Как вы держите связь, вот так вот выдергиваете их откуда-то? Созваниваемся, ищем их по городу. И кто может поехать, те и едут с нами. А где они сейчас занимаются? Все по разным клубам. Кто-то у мальчишек в команде, кто-то вообще уже любители, которые, именно любители, просто приходят раз в неделю потренироваться, а потом уже выезжают с нами. Девчонки из Москвы многие тоже по мальчишкам катаются. Но вот на этап нам разрешила лига взять 4 девчонок из «Ангелов». Хотелось бы, чтобы все-таки свой какой-то коллектив был постоянный. Петербург очень маленький город, девчонок не так много, чтобы по возрасту собрать команду. Хотелось бы собрать, но будем стараться в следующий год. Мы же первый раз здесь. Спасибо. Первый период, 1-1. Что скажете? Да, пока игра такая равная идет. Единственное, что мы сильно далеко откатываемся. У нас разница между нападающими и защитниками очень большая. И надо как-то нам немножко пораньше встречать. Тогда будет быстрее у нас контратаки происходить. За счет чего можно добиться успеха? Заброшенные шайбы. Спасибо, успехов вам. Но у нас небольшая смена на комментаторской позиции. Александр Капустин, с которым мы вчера познакомились, уже организатор отборочных этапов этих турниров в Курганово. Матч за бронзу. Сегодня совсем другой хоккей. Совсем другой хоккей. Да, команды достаточно голодные до победы на московском этапе. Хотят все выиграть, что ЦСКА, что Пантеры. Заряжены только на победу. Все-таки бронзовый отлив в их ситуации будет более престижный, чем 4-е место. Ну и вот, судя уже по первому периоду, можно назвать фаворита в этой борьбе? Да нет, одна и другая команда хорошо проводит свои атаки. Вот что-то во втором периоде началась небольшая грязь на льду. Но так в целом команды хорошо подошли, то есть им сейчас терять нечего, то есть они идут в бой как в последний раз, тем более Пантеры, что знаменательно, видимо, последнюю игру проводят в майках Пантер. Ну да, мы уже сказали об этом. Вот, так что им надо уйти, хлопнув дверью. Но у вас, так судя по всему, сибирские предпочтения сейчас. Да почему? Мы смотрим за красивый хоккей, чтобы девушки раскрывались. То есть они играют, можно сказать, от ножа. Но видно небольшое суматоха у Пантер. Вот все-таки ЦСКА немного более слаженно. Но у них видно и по жестким пасам хорошо проходят они более быстро. Ну вот сейчас у команды из Татарска просто подарок судьбы. Впятером против троих оказываются они на льду. Вот сейчас как раз таки и должна показаться вся тренировочная жизнь тренера. То есть при удалении команда должна забивать
9 из 10 шайб. Но уж если в меньшинстве сегодня удалось забросить шайбу первую в этом матче, то сейчас сам Бог велел, что называется. Тем более, что Ракчеева здесь, вот она с шайбой сейчас. Передача в центр. Но да, нужно 3 раскатывать, это уже, собственно, по классике. Ну, шайба ходит активно, то есть девушки с поднятой головой играют. Но дело до броска только сейчас доходит. Так, здесь, судя по всему, нападение на вратаря было. Опасная игра высоко поднятой клюшкой, да. И вынесли выбрасывание в среднюю зону, что дает преимущество ЦСКРу откинуться. Но нет, вот 3-2. Бросок, снова ловушка в действии. Придется потрудиться еще. Да уже, наверное, нет. 8 секунд. Секундомер у нас не останавливается. Главное сейчас рыбачков этих не проспать. Что мы вот и видим. Капитан Баранова уже выскакивает на лед, убежать. И сразу опасная атака. 7-й номер Ульяна Балашова остро подключается к эфиру. К нашему на льду. Вязкая игра идет. Момент! Гол. Нет, посмотрите, удалось прикрыть в шпагате, вытянуться и в дальнем углу коньком отразить шайбу после попытки Ракчеевой. Здесь тоже ближний угол надежно закрыт. Атаки приходят 2 сразу. То нет, то сразу и одна, и контратака в соседние ворота. В одиночку придется справляться с 3 игроками. Отличный провод между коньками. Это 69-й номер «Пантер» Полина Даянова. Еще атака. Весь сезон девушки с ЦСКР тренируются и играют с мужской командой, с молодежкой. У них по ним и видно, какие жесткие пасы они отдают. Зрячие играют и немного в корпус. Все-таки игра с мужскими командами дает свой небольшой отпечаток. Ну, собственно... Но, тем не менее, все равно же все там в разброд, как нам сказал директор команды. Все абсолютно в разных местах. Конечно, конечно. Но действительно линия женского хоккея пока у нас не настолько популярна, поэтому с мальчишками, со взрослыми приходится вступать в борьбу, а это закаляет в любом случае и учит играть в хороший хоккей, агрессивный. Но тем не менее волна женского хоккея по России идет достаточно стремительно. Это даже еще не предел. То есть с каждым годом процентов на 20-30 увеличивается команд. То есть на следующий год уже достаточно много команд подало заявки. Вот. Ведется большая работа со стороны руководства лиги, менеджеров лиги. Сейчас идет до 30 апреля подача от команд предварительных заявок. То есть это желание команд, которые хотят поучаствовать. На сайте лиги есть раздел руководства, собственно, лиги женского хоккея. Есть сайт bhliga.ru. Можете в любом поисковике набрать Лига женского хоккея и связывайтесь с региональными менеджерами. Но если кто-то 30 апреля не успеет подать заявку и будет смотреть данную запись в повторе, то вплоть до июля месяца формируется именно костяк, и по этапам будут распределяться команды. По дивизионам, да, в этом году, возможно, будет дивизион именно Дальнего Востока, потому что 2 команды с тех краев желают поучаствовать.
Вот мы видим, как ЦСКР зажала буквально на пару минут в зоне Пантер. Да, поменялось такое направление ветра, что называется. Да, вроде Мэри Поппинс сейчас играет за Питер. Открытый хоккей мы видим, но, как отметили ранее, то, что немного грязь началась. За задержку, да. Удаление теперь будет уже у Пантер. Теперь хороший шанс есть у ЦСКА. Да, вот мы видим, цепляет клюшкой соперницу. И даже уже упав, продолжает борьбу игрок санкт-петербургской команды. Ну, посмотрим, как... Но иногда это обосновано ценой удаления. Спасать, может быть, игру. Сейчас пока Пантеры выглядят более уверенно. Любопытный момент. Вот для меня это новшество в правилах. Почему? Как-то упустили мы этот момент, да? Два игрока удалено в составе Пантер. 5-3, но было ранее удаление у Пантер. Ну, зеркальная ситуация в любом случае произошла у нас, шанс, да, но немного неслаженно идет игра у Пантер. Удается выбросить через центр. И сейчас уже четвертый игрок через 5 секунд появится у черно-белых. Но атака пройдет все равно сейчас. Очень многое зависело от Екатерины Лазуренко. Не ошиблась она. Чувствуется волнение у ЦСКА. Не получается немного завершить последний бросок. Но, тем не менее, раскатывается и начинает новую атаку. Перевод на правый фланг. Хороший проход средней зоны. Но на пятаке никакой поддержки от партнеров. Да, если постараться рискнуть и срезать угол, рукой чуть-чуть шайбу не забросила в свои ворота третий номер Кристина Горбунова. Ну, вратарь команды должен провести работу в перерыве, что защитникам лучше не лезть в такие ситуации. Настоящий штурм сейчас был, но выстояли. И буквально с отбрасывания сейчас должен вырваться уже. Да, вот пятый игрок. 31 номер И Кучма. убегает. И бросает с отрицательного угла фактически. Ну нет, закрывает Ксения зону. Будет бросок. Ракчеева Да, из-под игрока, да, выцеливала. Выверенный бросок был. Но данному игроку хватает мастерства, но не хватает, собственно, партнеров. Но вот сейчас в меньшинстве останется Пантеры. За задержку соперника также удалена. Обидно, что все это еще случилось в атакующей зоне. Да. Удаление в атаке. 69 номер Полина Даянова покидает лед. Бросание переносится в зону Пантер. Еще один шанс у ЦСКА выйти вперед. За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказана Полина Даянова, номер 69, команда Пантер игра. В углу площадки идет борьба. Еще одно удаление. Опять втроем останутся Пантеры. Вот сейчас мы видим, вратарь ЦСКА устремляется на скамейку, чтобы выпустить шестого игрока и, возможно, реализовать Бросок. Ну что, Перелетает чуть шайба бабочкой через перекладину, да. залетела.
И удаление, да, знает свою вину 15 номер Оксана Демидова. На подножку удаляется и минуту 30 будут находиться опять втроем. Посмотрим, хорошую ли работу провел. За подножку малый штраф наказана Оксана Демидова, номер 15. Команда «Пантер». Ну что ж, уже половина сыграна второго периода. Матч подошел к экватору, а пока 1-1. И вот бросок очередной. На этот раз ЦСКА уже в большинстве 5-3 играет сейчас. Второе подряд удаление только что было у «Пантер». После того, как удалилась его сначала Полина Даянова, да, и вот теперь на скамеечку отправилась Оксана Демидова. 5-3 этот перевес нужно, конечно, реализовывать. Но что делает, Капустин, что да. делает Ксения Ракчеева? Она идет вперед сама одна на всех 4 соперниц. игроков. Да. Вот какая молодец. Клюшку выбивают. И смотрите, что делает. Сейчас забьет Но! Ах, вот это был бы исторический гол, если бы он состоялся, потому что втроем против 5. Я еще такого не... Ты видел, Дим, хоккей 3-5? Ну, в баскетболе, да, я Нет, помню, еще вот Олимпиакос, так, чтобы когда не отравил отдавать. ЦСКА, там, да, против 3 играли и забивали. Нет, сейчас что-то армейцы. уникальное. Вот это игрок, вот это да. Это подкрепление это, да, из кировской команды, из Ангелов. Или нет? Из По-моему, Львиц, по-моему. Из Львиц. Опаснейший момент. Опять игрок там в воротах пытается прервать. Вратарь без клюшки. Ой-ой-ой. Да, такое было в этом году в матче ЦСКА и Витязя. Смотрите, как Когда играет. трое- И без трое- клюшки можно на воротах творить чудеса. Ну, надо было, конечно, подать клюшку-то кому-то из девчат. Из «Пантер». Да, там в борьбе, в столкновении было. Да, в площади ворот находился игрок. Ну, арбитр помог сейчас, наверное, немножечко. Ну, пусть и не больно, конечно же, «Пантерам» отстоять меньшинство. ЦСКА такой шанс был не использовали они его. Наш гость посетовал, что игра стала немножко грязной, но на самом деле в этом и изюминка вот этого периода. У нас есть какая-то интрига дополнительная. Команда «Пантер» 2 играет в полном составе. А вот Полина Даянова вышла со скамейки штрафников. И что? Страсти Ах, какая накаляются, передача на мимо Нину клюшка Шумихину, прошла. На Наталью Шумихину. Оп! Аврамова, по-моему, все-таки было, да, положение вне игры, показывает арбитр. Но можно играть шайбу белых, «Пантер». И бросок издали, попадание в щитки Барановой. И Баранова момент. свою Ух ты, позицию какой потеряла. замах-то. Хорошо выкатывается такой. Да, смотрите, Наталья Шумихина. С угом. Очень долго замахивалась, конечно. Еге. Здесь нужно было, если такой долгий замах, наверное, сыграть похитрее. Да, да, да. Вратаря Паузу положить в сделать. замахе и уйти в сторону, бросать. Тем более никого рядом не было из защитников соперника. Вроде нам с тобой виднее, конечно, но соблазн велик был. Да, хорошо размахнулся. Да, я думаю, что мы с тобой бы то же самое бы сделали. Что хотелось здесь бросить. Причем еще и шайбу не поделили вы, наверное. Ой-ой-ой! Ну кто, чья клюшка там Можно будет? играть. А там была на острие атаки Кристина Горбунова, 3-й номер, «Пантер». Ох, если сейчас никто не забьет, в третьем периоде будет просто свалка, мне кажется. И там потихонечку уже разминается команда «Скиф». Пошла пробежечка и «Скиф», и школа имени Макарова. Это Вдоль финалисты. ворот прострел. Бросок в ближний угол. Да, Еге в порядке, все видят. Хороший контакт, шайба отобрана. Гол! В дальний угол ворот влетает шайба Полина ценой Даянова, индивидуальных 69-й усилий. номер. Да, вот только я сказал про Еге.
2-1 впереди команда «Пантеры». Чувствовалось это давление, вот эта чехарда с удалениями не помешала абсолютно ритму этой встречи. Отстояли в меньшинстве «Пантеры» и забросили шайбу. Как раз именно Даянова, та самая, которая находилась на скамеечке штрафников. Между щитков опять. Ой, ну она прям брешь нашла, потому что вратарь все правильно сделала. Мгновение, цена мгновения. И снова отыгрывается команда в красной форме. В прошлый раз удалось это сделать достаточно стремительно. Сейчас остается всего 4 минуты до окончания второго периода. Что показывает арбитр? Удаление? Арбитр показывает, что есть такое правило, что нельзя задерживать шайбу больше определенного времени. Задержка шайбы называется. Игрок в красной форме удаляется. 18 номер ЦСКА Санкт-Петербург Алина Власова. Кстати, очень техничная тоже девушка. Защитник команды. Тоже усиление, насколько я знаю, перед началом этого турнира. За задержку шайбы руками штрафом наказана Алина Власова, номер 18. Нужно разыгрывать. Момент. Ох, как вот это да. Чудеса какие. Да не было там высоко поднятой клюшки. Заигралась пока за синяя Ракчева, довольная, счастливая. Слишком судья, мне кажется, здесь подошел. Замену строго делать нельзя. Задержка игры, по сути, была. Хорошая пауза. Еще 50 секунд играть в большинстве команде в белой форме. Ну вот шайба выброшена по борту. И 2 в 1 получается. Нет. Смелее нужно было идти на ворота 17-му номеру красных Валерии Артемовой. Да, Дим, ты абсолютно прав. Вот, пока Ракчеева идет вперед, я скажу, что именно она, Полина Даянова, Оксана Демидова и Александра Дудникова были привлечены из первомайских лиц. Это трансферы перед этим финальным этапом. А львицы первомайские, помним, да, не попали. В прошлом году. Прошлогодние победительницы. В этом году не попали в суперфинал. Заняли 3-е место в группе. На предварительном этапе. Еще, да, можно разыгрывать из-за ворот. Так хитро выкатывают. Ну, под бросочек кому-нибудь. Все равно лидеру. Вытягивают. А кого вытягивать? Уже 5 человек. Перекрутили сейчас эти карусели вокруг ворот. И в итоге последняя минута начинается. Контратака ЦСКА. Минута до окончания периода. Последний минута второго периода. Там Бегунова Ольга за воротами. Напомню, в меньшинстве «Пантеры». Нет. Да. Бросок. Почему-то их 4. А, вот теперь 5-я появилась, да, девушка. Или она слишком глубоко закатывалась. Трудно даже было понять. 4 в меньшинстве играли «Пантеры». То есть вот такая, наверное, хитрая тактика. Я впервые такую вижу, что в 4 оборонялись, а она дежурила. У калитки.
Осталось только убежать на скамейку запасных и с нее спрыгнуть, чтобы получить пас. И также завести в заблуждение соперниц. Ох, как здорово Артемова, молодец. Это тоже львица из Коркина. Ну что ж, закончен второй период. 2-1 «Пантеры» впереди. Очень важный гол был забит в этом периоде. Ну, теперь самое время поговорить с отстающими. Посмотрим. Лига женского хоккея. Хороший такой тайм-аут. Екатерина Лазуренко вчерашнюю простуду выгоняет. А полезно, кстати. Врачи советуют от любого гайморита заниматься коньками, фигурным катанием, хоккеем. Счет по броскам 11-7 в пользу «Пантер» во втором периоде. Активность растет. Автор заброшенной шайбы в этом периоде Полина Даянова. И у нас в качестве собеседника Геннадия Набатова главный тренер, судя по всему, Константин Васильевич Климаков. Да, сейчас, одна секунда. Константин Васильевич, команда, ну что ж, все, что нужно сделать, чтобы победить в этом матче? Забить? Как это сделать? Все-таки команда у вас хорошая, девчонки такие быстрые у вас. Делаем, увидите. Сейчас забьем. Кто будет автором? Автором нападающий. Спасибо и успехов вам в этом турнире. Ну что ж, друзья, мы ждем третьего периода. ЦСКА играет против «Пантер», и пока «Пантеры» впереди, но у команды из Питера еще есть 20 минут. Победите? Конечно. Видите, какая уверенность у девчонок. Так что я думаю, нам ждать прекрасной игры в третьем периоде. Это была очаровательная румяная Ульяна Евгеньевна Балашова на бортике. Такая миниатюрная, но очень прыткая, и вполне возможно ей достанется лавры отличившегося в этом матче. Почему бы нет? Но пока ведут «Пантеры» 2-1, и они свое преимущество. Главное, чтобы не защищали в обороне. Вот это будет большой ошибкой. Нужно продолжать искать счастье в нападении. Ракчеева и Артемова Валерия в круге вбрасывания. Как стелится Ракчеева. Оставили они шайбу в зоне. Перевод. Ошибка у Барановой, капитана. Здесь удаление будет сейчас. 24-й номер Александра Дудникова покинет лед. Но сначала атака идет, и в игру вступает Екатерина Лазуренко. Вот и шанс появляется сразу же в начале третьего периода у команды из Санкт-Петербурга. За подножку малым штрафом наказана Александра Дудникова, номер 24. Команда «Пантеры». И игра в площади ворот. Выталкивают оттуда 19-го номера ЦСКА Анастасию Никитину. Да, вот это страсти разгораются на льду. Уже борьба на пятачке какая, друг друга там с пятачка как вытесняют сейчас. Смотрите, прямо у самой штанги, судя по всему, Анастасию Никитину. Лазуренко зафиксировала шайбу.
Дим, ну ты видел, да, прогноз тренера? Да, уверенный. Да, так что Константин Климаков, при всем к нему уважении, сказал, что они будут играть команду как ЦСКА. Мы ждем этого, да? А Ксения Ракчеева, наверное, с этим не согласна? Да, 55-й номер, самая активная в составе «Пантер». Сейчас она вновь атаковала ворота Полины Егги. Ей бы шашку до коня, да на линию огня. Кого посылает вперед капитан команды Нина Баранова? Соперницу Полину Даянову. Ох, какая техника, обыгрывает! Ой, молодец! Едва ворот Как не легко сдвинули. она прошла-то, смотри, соперницу Полину Барышеву. Даянова, это опять те самые львицы, да? Усиление команды «Пантер». Здесь, я бы сказал, два сборные, и «Пантеры», и львицы. Одни хищницы на льду в белых хоккейных свитерах. Внимательно нужно быть, да. Дашь палец, откусит руку. Проглотит. И посмотрим. Ох, какая передача и бросок в одно касание. Отлично было. Артемова. Да, хватаются за голову Москалева. Ну, передача на Артемову тоже была супер. Подруга. Ну ты даешь. Не надо, кстати, такие эмоции. Они вратаря очень зажигают соперниц. Поэтому здесь надо поспокойнее. Ну, получилось и ладно. Да, ну надо же, говорит Таисия. И вот момент, ой-ой-ой, если это Ракчеева, это всегда опасно, да. Разыграли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сорвалась шайба сейчас у Даяновой. На счастье Еги. Две самых опасных девчонки убежали в отрыв у «Пантер». Наверное, сегодня надо так и говорить, что «Пантера» и «Львица» играют против сборной ЦСКА и команды Первомайские. Нет, кого не взяли там? Нет. Команды из Кирова. Ангелы. У них из Ангелов приехали к ним Артемова, также 10-й номер Москалева. Остро атакующий, бескомпромиссный такой хоккей. Жаждут девчонки, конечно, выиграть детей и другие. Хороший хоккей, приятный. Еще момент. Да, прекрасно. Пас, ой-ой-ой-ой. Передача, да, много сил потратил на то, чтобы зацепиться за эту шайбу. Третий номер Кристина Горбунова. Передачу сделала неточную. Ну, хорошо вывела шайбу, молодец. Я уже атака ответная ЦСКА. Отличное врывание, да. Там тоже не пройдешь. Это Артемова, 17-й номер, Марина. Ну, здесь уже то есть Валерия выбрасывается шайба. 17-й у нас же Валерия, правильно? Да. На смену, на передышку. 4,5 минуты отыграли. Даянова перехватывает передачу на выходе из зоны от Алины Власовой. И вновь Даянова. И там же Ракчеева. Ой, втроем сейчас выйдут. Да. Ракчеева оставляет шайбу опять. И автор заброшенной шайбы, 55-й номер, Ксения Ракчеева. Второй гол в сегодняшней встрече. Вторая шайба из 3. Там вовремя подъехала в атаку, чего я сказал, втроем, Оксана Демидова. А Оксана Демидова как раз многое сделала. Она нам помогла. Да, уже после отбитого поддевает шайбу и перебрасывает. Вот этот момент мимо голкипера. Ракчеева, Полинова и Демидова. Вот сейчас были. Это как раз тройка из львиц. Анна Сукач и Демидова названы ассистентами в этом взятии ворот.
И еще защитник Александра Дудникова. Она Технично. Ох, разыгралась. Ох, кураж поймала Ксюша. тоже из Левицы. Еще момент, еще бросок 69-го номера Даяновой. А здесь в одиночку вряд ли что-то сделаешь. Да, отбирают шайбу. Ракчеева. Вот она-то одна может обыграть всю пятерку, это мы с вами уже видели. Дим, ну давай, в принципе, уже понятно, да? 6 минут, 1-3. Нет, конечно же, еще все можно 6 сделать. минут сыграно. Но пока вот на этот момент Ракчеева забивали, Даянова и Ракчеева. Но это же все левицы. Вот что значит грамотное усиление. Да? Какой-то менеджер очень хороший, видимо, у Пантер из Татарска. Левицы помогают. Помогают левицы из Коркина. Да. То есть здесь сборная... Ох, как рядом за стойкой пролетает шайба. Мгновение сейчас было от того, чтобы Еще перехватить попытка. инициативу и забросить вторую шайбу, были сейчас ЦСКР. Центр спорта Колпинского района. Калининского района. О, это 2 минуты уже. Может. Не слышала, да? Нет, предупреждают арбитры Ольгу Бегунову, что нельзя бросать после свистка. Можно нанести травму. А удаление будет в составе Пантер. Нарушение численного состава. Вот так. «95-й номер. Ксения Кошарайло. Шанс для ЦСКР очередной разыграть лишнего. Останавливать нужно шайбу, но неудачно это делает 11-й номер. И снова Ракчеева устремляется вперед. Она уже забросила одну шайбу в меньшинстве, но сейчас 5 игроков против нее. И она все равно выбирается, бросает. Символической пятерки турнира. Бросок. И вновь в меньшинстве все это происходит. Кучма, да. Артемова. Опять не сделана передача в центр. Баранова. Бросок. Команда «Пантера» играет в полном составе. Атака, да, здесь можно было добавлять. И всегда и в атаке, и при защите собственных ворот всегда в центре кадра у нас 55-й номер Ксения Ракчеева.
Надо атаковать, нужно бросать. Да, только в бросках удачу нужно ловить. Сейчас ЦСКА в середине третьего периода, когда команда отстает на 2 шайбы. Перехват не состоялся. Борьба у борта, ошибка. Сил уже немного остается, это видно. Особенно, когда на льду нет Ракчеевой. Ноги не держат. Передача. И все-таки здесь помешали. Балашова тоже пообещала тебе, Ген, победить, сидя на бортике. Хорошие индивидуальные действия, но, к сожалению, игрок свой находился в площади соперника. Валерия Артемова вчера горькие девичьи слезы проливала после поражения у Дворца спорта. Даже мама не могла успокоить. Ну, красавица с рыжей косой, такой упругой. Ух! Хорошее подключение Даяновой. Вот. Да, жалко, не принимают. Вроде все летело в сторону 13 номера Эвелины Мильбергер. Власовой, может быть. Да, у Барановой был шанс хороший. Но при этом не самый опытный игрок. Как раз Ульяна Балашова 2001 года, Таисия Москалева, Настя Никитина и Марина Артемова 2001. Самые возрастные. Судя по всему. За игрой этого соперника малым штрафом наказана Ольга Мигунова, номер 2, команда ЦСКА. Нужно идти ва-банк, да, играть так же смело, как это делает Ракчеева. Но она, кстати, сейчас не нападает со своей командой. Ошибка.
Ну, сейчас как минимум можно было расположиться так в зоне, находясь в большинстве. Хитро. Хитро сыгранный, и Балашова устремляется вперед в одиночку. Удаление будет. Девятый номер Анна Сукач. Интересно. Да. За подножку малым штрафом наказана Анна Сукач. 2003-го. Да, одна из самых молодых. Хотя есть и 2004 года игроки. Балашова. И здесь едва не перехватили. Тем не менее, продолжается давление. Все вместе. И четвертый должен быть здесь. Защитникам не сжаться у синей линии. Туда идти помогать. Забивать шайбу. Разворачивается, а не готова Балашова. ЦСКА в полном составе. Но и в этот момент появляется Ксения Ракчеева. Тайм-аут просит тренер. За игру высокоходит Клюшкин малым штрафом. Наказана Яна Слободенко, номер 11. Команда Пантера. Дали тайм-аут. Да. Выиграли вбрасывание, наброс на ворота, а там только один игрок. Неплохо, да, провели атаку, во всяком случае, осмысленную вполне. Ракчеева. Вот здесь нужно держать ухо востро, потому что вот она мчится вперед. Уже вчетвером Пантеры.
Артемова. Атакой вступает в игру Тюхтменева. Две минуты 5 секунд остается играть в основное время этой встречи, но пока еще нужно хотя бы вторую шайбу забросить, чтобы интрига возродилась. Еще 35 секунд играть в большинстве красным. Ошибка. Гол! Гол! Шайба в воротах. Хет-трик! Но жалко все-таки. Досталось на финале на победе Сан-Антонио. Да, опять вторая шайба в меньшинстве. Лучший снайпер турнира за счет одного матча. Шайбу забросила Ксения Ракчиева, номер 55. В команде «Пантера» 2 замена вратаря. В воротах защищает Татьяна Кошель, номер 99. Ну и «Пантеры» дали доиграть последние пару минут Татьяны Кошель. Тоже, кстати, взяли ее как усиление. Вторым голкипером на этот турнир. Удаление команде красных. Кто ты, маска? Выигрывает так агрессивно вбрасывание. Ну, я, Геннадий, тебе предлагаю устремиться сейчас к лауреату этого матча, пока не расхватали конкуренты. И тут же с пылу с жару, чтобы она рассказала нам о своем достижении, о своем рвении. 25 секунд. Остается играть уже в этом матче. Я скажу, не в периоде. 4-1, конечно же, не отыграешь. Ну, пока самый популярный счет у нас. Гол еще! О, нет! 5-1. Посмотрите, еще одна шайба влетает в ворота. Теперь уже Екатерины Тюхменевой. И автором этого гола становится капитан команды Яна Кучма. Передача Ксении Ракчеевой. Это еще и 3+1 сегодня даже. Ракчеева еще автором паса стала.
3, 2, 1, считает скамейка. И сейчас все высыпят на лед поздравлять друг друга. Девчонки будут. Это хорошая победа в бронзовом матче. Напомним вам, что в какой-то момент этого поединка счет был 1-1. И многое было на весах, но все-таки в этом матче был настоящий лидер. Лидер у «Пантер» Ксения Ракчеева. Автор 3 заброшенных шайб в этом матче, одной результативной передачи. Вот она, вот она. Внимание! Лучшим игроком матча в составе команды ЦСКА Организационным комитетом признана Мария Рогоцкая, номер 9. Мария Рогоцкая, 9-й номер. Автор заброшенной шайбы. Ворота «Пантер» признана самым лучшим игроком. Ну и Ксения Ракчеева абсолютно заслуженно лучший игрок сегодняшнего матча вообще. Она и каску сняла, чтобы показать, что вот она я. Ну все, этикет, регламент соблюден. Капитаны друг друга за игру поблагодарили. А мы ждем у бортика Ксению Ракчееву. Вот она. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ничего себе, ничего себе. Вот это дружба. Вот это дружба, вот это Эвелина Мербергер. Не выдержали нервы. И продолжает бушевать. Я видел, кстати, аптеку за углом здесь. Хорошая. Валерьяночка продается. В целом все равно настроение миролюбивое. И не снимайте нас, пожалуйста. Да. Ульяна Еги. Дарья Горбунова на ваших экранах была. Такие сибирские очаровашки. Интервью с главной героиней. С нами Ксения Ракчеева, герой матча за 3-е место. Поздравляю с бронзовой медалью вашу команду. И, конечно же, такая игра хет-трик. Это что-то невероятное. Да нет, почему? Мы стремились к бронзе. Я делала все, чтобы выиграла команда. Команда хотела выиграть, я делала все, чтобы команда выиграла. Где научилась такой технике владения шайбой и дриблингу? Конечно же, у нас в городе тренера учили. В каком? Ну и в Первомайке, и в Казахстане училась. Откуда ты родом? Из Казахстана. Город? Сатпаев. Успехов, потому что тебя уже ждут на фотографии. Спасибо и удачи. Ну что ж, спасибо, друзья. А мы ждем финального матча.
И хотя у нас еще интервью у девочек из ЦСКА, давайте. У Евелины возьми. Она, наверное, эмоционально выступит. Артему давай, может, 23-го. Нет. Ну что ж, с нами Оля Бегунова, второй номер. Оля, ну у вас фамилия такая, что у вас очень быстрое катание, я сразу заметил. Ну да, я много работала над этим, чтобы показывать быстрое катание. Наверное, занимались легкой атлетикой, не иначе. Нет, я занималась разными видами спорта, перепробовала практически все. Начиная от пятиборья, заканчивая там теннисом, волейболом. А интересно, в борьбой не занимались? Самбо. Месяц занималась. Ну, чувствуется. Но девчонки так активно помогают. Настроение хорошее, несмотря на поражение. Команда ведь хорошо играла. Ну, конечно, это спорт, все бывает. Бывают поражения, бывают победы. Просто пережить и все, идти дальше. Ну, у вас лучшего игрока вручили 9-му номеру. А ты считаешь, что еще, кого еще можно отметить? Всю команду можно отметить, они все боролись, все молодцы. Теперь какие задачи у вас, у тебя? Хочу попасть в профессиональную команду, стараюсь и готовлюсь, вот. Это Динамо Петербург? Нет, я не скажу, секрет. Сборную? Ну, конечно, сборной тоже хочется, но мне еще далеко. Желаем тебе успехов. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, мы завершаем репортаж с матча за 3-е место, но не отключаемся, и вы получите удовольствие, посмотрев финальный матч между Скифом и школой имени Макарова из Челябинска, который пройдет здесь, вот на этом льду арены «Русь» на метро Домодедовской в столице нашей Родины. И мы ждем супер-супер-супер-супер финала. Гена, убегай, чтобы не разбушевалась Евелина Мельбергер. Скорей. А мы ждем действительно финального матча. Спасибо спонсорам лиги, компании группы ТЭН. И лучшие моменты этого матча, вашему вниманию, их было предостаточно. Я думаю, что наш режиссер постарался. У подруги по команде зеленые все то же самое. Ой, какой момент и гол! Красава! У подруги по команде зеленые все то же самое. Ой, какой момент!